Тулана не видать. Подождем. Всем привет, ребят. Привет, тут Олега. Остановился. Подожду Тулана. Он бежит где-то. Отстал. А, вон он появился. Ну тут хорошая дорога. Я чуть побыстрее ехал туда. Надо ошейник снять. Ну, как видите, сейчас идет такой спокойный дождик. Спокойный дождик. Не скажу, что страшные тучи, но немножко дождь мешает нашему походу. Но это утренний дождь. Как мой дед говорил, утренний дождь — это гость. Так что будем надеяться, что этот гость к нам ненадолго. И дождь перестанет. Мы идем снова, едем на первую избу. Сегодня, если получится, я уже закончу работу с беседкой. И это будет третий фильм, заключительный фильм похода беседка. Так что приятного вам просмотра. Как будет, все буду снимать. По дороге ничего не изменилось. Минимум снимаю дорогу, так как сейчас погода была у нас очень теплая. Немножко даже дорога подсохла. Прошлую поездку дорога хуже была. Окрас деревьев меняется. Я даже немножко сам удивлен. Потому что в селе не такая картина. А здесь, в тайге, все уже в золоте. Ладно, под дождем я не буду стоять. Надо ехать. Там, как приедем, включусь. Да, и может у столика еще остановлюсь я. Вот так. Да, неприятно, конечно, если дождь будет. Хотя РП5 показывает, что дождь, в принципе, не обещает. До 9 где-то вот такой маленький дождик, а потом уже дождь заканчивается. Ну, посмотрим, ребят. Все буду снимать, рассказывать по возможности. Тулана тоже сегодня взял. Пусть гуляет. Вон листва выпала. О, золотая осень, моя пора. Как я люблю эту пору. Все красиво становится. Ну вот, ребят, первая изба. Тулан отмечает. Да, дождь не прекращается пока. Чалом заракарка. Лейджужни шатчины. Снова мы приехали. Наша беседка. О, воздух-то какой. Сегодня вообще офигеть. После дождя такой свежий воздух. Да, желтеет. Она неделя прошла после нашей поездки последней. Лодка на месте.
Вода, уровень воды до сих пор с прошлым разом все одинаково стоит на месте. Вот так. Ну что, как обычно, будем обживаться. Сейчас я затоплю печку и подожду, может чуть-чуть перестанет этот дождь. И сразу же начну исправлять свои косяки на беседке. И, короче, вот поэтому я и приехал сюда. Не могу я так просто оставить. Мне надо все исправить. Что я задумал? Это... О, слышите, как идет дождь? Надеюсь, слышно. Камера, может, не передает, но звук отчетливо слышен. Да. Чолом здракрака. Ай, ледь уйнешотчины. Может быть, даже и с ночевкой я приехал. Посмотрим, как дела пойдут. Ну, видно, что никого не было. Хотя машина тут и по дороге ездила выше. Я думал, даже кто-то здесь может быть. Ну, я очень рад, что никого нету, в принципе. Никого я не побеспокою, и меня не будут беспокоить. Я просто буду отдыхать и заниматься своими делами. Потолок в прошлый раз вот обшивал, показывал. Не знаю, мыши разорвут или нет там. У меня, ребят, запас дров в основном здесь всегда, предбаннике было. И потихоньку я буду отсюда эти дрова сжигать и освобождать это место. Потому что, знаете, сейчас для дров у нас есть такая мини-поленница. Такая вполне достаточно нам. А здесь, как было раньше, просто полка, чтобы рюкзак поставить или ведро. Вот это все уберу. В прошлый раз я здесь, вот в этом котелке, варил для Турлана корм, еду. И ему половину давал, половина кастрюля тут стояла. Вроде мышей нету, ничего, там шороха я не слышу. Утром, когда я встал, на следующий день я начал кормить. Здесь, по мёту мышей очень много было. Просто они здесь всю ночь они наедались. Вот мышеловка старая. Здесь вот эта обувь, она все надо отсюда убрать. Это лишнее, бесхозное, лишнее. Не пользуюсь я, и вот все уже порвано. Это, думаю, отсюда все надо убрать. Это тоже обувь убитая. Все это вынесу туда, чтобы не забыть. И просто место занимает. Небольшую уборку, наверное, тоже надо сделать. Остатки макаронов, вот это все надо сварить Тулану. Тоже очень много, вот они. Какашка у мышей. Перчатки тоже уже, видите, порвано. Вот все время вот жалко выкидывать. Время от времени все это может понадобиться там, скажем, кирпичами, когда ты что-то делаешь. И, наверное, мышеловку мне надо восстановить. Мышеловку восстановить и установить здесь. Потому что мыши, как ни странно, они есть. И неприятно, когда гадят на продукты. Вот. Сейчас я это полено раскалю и затоплю печку.
готовлю завтрак. На завтрак у меня салат, помидоры, отварное яйцо и майонез. Все, больше я добавлять ничего не стану. И время сейчас, как сказать, тратить на готовку тоже не стану. Потому что время очень быстро летит. И смотришь, уже вечер. Сегодня выехал я из дома после 5 утра. Но время уже сейчас. Время 7 часов 16 минут. А я еще ничего не начинал, да, закипел чайник. Хорошо. Ну, вот такой салат быстрый. С хлебом покушаю. И все. Сейчас поднялся моторка. Поднялась. Ну, к охотнику уже начинаю потихоньку после примерно в числах 20-го основная масса пойдет уже в тайгу. На большой промысел, на осеннюю охоту. И они целый месяц будут охотиться. Кто-то через неделю будет домой заезжать и снова подниматься. Вот, а кто-то в дальние избы едут на целый месяц. Ну что, попробуем. Соль добавлять не стану. Когда в блюдо добавляете яйцо, оно становится еще вкуснее. Что вот, скажем, лапшу быстрого приготовления, бич-пакет, так называемый, с яйцом сделать очень вкусно. Что здесь салат, что в супы, если добавлять яйцо, очень тоже вкусно. Короче, ребят, я завтракаю, сейчас буду заваривать чай, буду завтракать и уже пойду работать на улицу. Дождик до сих пор еще идет. Блин. Знаете, ребят, звук природы один в один, что весной. Вообще жесть. Как успокаивает, я не знаю. Чуть меньше птиц, чуть меньше, чем весной, но голос один в один. Сейчас вот улетели, наверное, где-то вот тут, в этих деревьях они были. Да, слышно, как кто-то заготавливает дрова. Там избушка. Тишина. Тишина и покой. Тулан куда-то ушел. Он будет бродить. Я пью. О! Надеюсь, услышали. Про этих птиц и говорил я. О. Вон они, вон. Слышно. Но не активно поют. Вот тут. И всю ночь весной, всю ночь они так щебечут. Один в один, как весной, ребят. Вот так. Печка дымит, костер дымит, дождик, горячий чай. Да, несколько штук их тут. Короче,
Сейчас я залезу на крышу. Ту работу, что я буду делать, я показывать не стану. Я быстро разберу вот эти жестянки, уберу. И я привез толь, рубероид. Постелю рубероид. И снова все закручу. Вот эту жестянку. Чтобы уже наверняка было. Не люблю, когда протекает где-то. Вот. Вон там целый рулон рубероида привез. Должно хватить. Ну, сейчас комментарии читал, что вот, как сказать, пологая крыша. Ну, я так смотрю тоже, мне казалось, что она пологая, но нет, нормально. И писали тут тоже, что провалится. Ну, давайте, ребят, вспомним, какая беседка у меня была, навес тут был. И какая крыша. Один слой, 1,5 слоя она, ну, как сказать. Один слой, и потом рубероид, потом еще. Из горбыля, вон они. Из горбыля вот, нет, не эти, а вот другие были. Да подожди. Ну, да, наверное, вот это и под рубероидом вот эти доски и были. Все, больше ничего не было, никаких лаг, ничего. А здесь, смотрите, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждый 45 сантиметров. Ну, блин, давайте посмотрим. Перезимуем, и там уже будем говорить, провалится крыша, развалится крыша или не выдержит там. Я думаю и уверен, что это выдержит легко, потому что все продумано. Скажем, если на 1,5 метра одна лага, другое дело, а здесь на каждые 40 сантиметров, думаю, выдержит. Если меня выдержал, почему и снег не выдержит? Все выдержит. Вот. Так что не волнуйтесь. Все буду снимать, рассказывать, показывать. Да я даже не скрываю свои косяки, блин. Где что я неправильно сделал. Чуть-чуть неправильно это получилось, что вот жестянка неровная и вот вода не уходит быстро-быстро. Куда надо. Вот. Ладно. Сейчас допью чай и я заработаю. А там уже покажу, что я сделал. Вот такие дела. Тулан, наверное, где-то вон там на озере бродит. Где-то час. По утрам обычно на час куда-то пропадает. Обходит свою территорию. Блин, так красиво сейчас желтеет все. Да, тут лес поменялся капитально. Вот такой рубероид. С одной стороны как-то гудроном помазано, а здесь, ну, я не знаю, просто земля, наверное. Вот туланчик пришел. И какой-то вот такой дефект небольшой. Почему-то каждые 3 метра, наверное. Вот. Ладно, сейчас покажу, что и как там ситуация. Ну, все разобрал. Сегодня взял шуруповерт. Вот, откручивать быстрее. Один рубероид я уже как бы отрезал. Еще 2 таких и ништяк. Рулетка 2,44. Ой, 4,24. По длине нужно. Вот. Ну, 3-й ряд уже остатки. Думаю, хватит.
Привез дополнительно листы. Сейчас я поднял на крышу. И сейчас вполне достаточно. Он хватит. Я тут основное уже все закрыл. Смотрите. Разобрал. Рубероид постелил. И снова как бы закручивать уже начну полностью плотно. Рубероид перевернул. Поставил наверх. Где вот это, как же, гудрон. Как бы смола лучше, наверное, будет, чем другая сторона какая-то вот с землей. Не знаю, правильно, неправильно это считается. Может, наоборот надо ставить. Но я решил так. И дождевая вода, чтобы уходила уже. Здесь, смотрите, как бы полностью не закрыт. Но это ни к чему. Это ни к чему. Я в основное, как бы, у меня еще, может, и до сюда дошло бы, но я, знаете, вот эти стыки, вот рубероид здесь лежит, второй рубероид ложил так, чтобы вот этот стык, ну, минимум 20 сантиметров было. Он потом, как бы, уплотнится, и вода уж точно туда не будет просачиваться. Ну, блин, не должно. Все капитально сейчас. Хорошо, что я, блядь, взял этот шуруповерт. Аккумулятор убитый. Зарядка вообще никакая. Но, надеюсь, мне хватит на сегодняшнюю работу. Также новый аккумулятор я заказал в Алиэкспрессе. Сейчас пока скидки там хорошие были. Не знаю, попробую. Подойдет, не подойдет. Может, и что-нибудь отправят. Дождь не прекращается. Вот так спокойно идет и идет. Слышно? Вот. Я ел бушлат, потому что, как ни крути, прохладно. Тулан так туда-сюда бродит. Ему хорошо. Он на воле. Наблюдает за рекой, там, куда-то в лес ходит. Там. Пусть гуляет. А я дальше, ребят, работать. Тут еще 7 штук я положу и буду закручивать все. А так я сейчас прихватку сделал и все. На крыше работу закончил. Все закрутил. Все прикрутил. Все саморезы. Да и остались еще немножко. Шуруповерт не подвел. Вот. Закрутил 13 миллиметров пресс-шайба. Вот он. Еще привез 16 миллиметров. Нет, подожди. 13. Да, 16 миллиметров. Но они не понадобились. От того угла жестянка, вот смотрите, сколько ушла. Ну, может, жестянка и не ушла, а вот именно, что вот ширина крыши вот здесь уже, чем вон там. Чуть-чуть. Все капитально. Вот теперь уже точно ничего нигде не будет протекать. Сейчас уже верняк. Все. 100%. То прошлый раз меня, конечно, расстроила крыша совсем. Сейчас все четко. Мой бездельный хрен куда пошел. Вон далеко там лает. И слышу, каракат едет. Бродит бродяга. Да, он там лает. Кто-то поднимается на каракате.